9 месяцев. Речь идет не о беременности, а о том, как давно гагаузов лишили основного права избирать и быть избранным. На этой неделе стало известно, что некоторые депутаты обсуждают возможность проведения выборов в Народное собрание в сентябре этого года. В январе этого года у 6-го созыва Народного собрания истекли полномочия. Начиная с января и не позднее апреля по закону должны были пройти очередные выборы в Народное собрание. Но сначала с назначением выборов затянули из-за утверждения бюджета. Потом, когда выборы со второй попытки назначили, вмешались интересы партнеров Башкана Ирины Влах из Кишинева, и под соусом чрезвычайного положения выборы были отменены до окончания режима чрезвычайного положения. Режим ЧП отменили, но выборы еще не назначены. Сейчас же выборы в Гагаузии привязаны к досрочным парламентским выборам. Вроде бы логично, избирательные процессы не должны пересекаться. Только в случае выборов в Гагаузии не это стало первостепенным фактором. Давайте послушаем аргументы депутата НСГ Федора Янеглы во время обсуждения возможной даты выборов в Народное собрание. На второй же день после выборов в парламент 80% людей будут голосовать иначе, чем сейчас будут голосовать. Прошлые выборы доказали это, кстати. Причем здесь выборы? Есть закономерность. Нет, имеется в виду выборной кампании. Значит, многие люди Да. в воскресенье, когда выбирают парламент, и в понедельник утром будут разочарованы. В чем? В том, что их очередной раз обманули. Поэтому еще раз говорю, люди 80% и более сегодня, если мы смешаем вот эти вещи, они по-другому проголосуют. Федор Янеглы один из депутатов, который активно поддерживает в Народном собрании позицию Башкана Ирины Влах и исполкома. Назначение даты выборов – вопрос, в котором Ирина Влах крайне заинтересована. И вполне вероятно, что позиция Янеглы согласована с третьим этажом. Выборы в Народное собрание Гагаузии действительно зависят от парламентских выборов, а точнее от их итогов. Расклад в управлении страной важен для Башкана Ирины Влах, поскольку велика вероятность, что ее покровители и защитники в Кишиневе после выборов не смогут помочь даже самим себе, не то что ей. Ирина Влах имеет влияние на большинство депутатов Народного собрания, которые последний месяц просто не являются на заседании Народного собрания, где рассматривался вопрос о назначении даты выборов. Эти же депутаты в мае проголосовали за скандальный бюджет Гагаузии, который предложил исполком Ирины Влах. Ирина Влах насчет даты выборов не высказывается. Даже не делает вид, что ее беспокоит этот вопрос. В начале этой недели она выступила с обращением, в котором заявила: «Не судите, да не судимы будете, и только Господь вправе судить наши поступки», заявила Ирина Влах. Довольно странное заявление, учитывая все более частые призывы Башкана подать в отставку. За последнее время недовольство работой Башкана кто только не высказывал. Ее призвали покинуть свой пост депутат Народного собрания, примары, местные советники, даже активисты становления Гагаузии. На этом фоне истории из Библии на тему суда Божьего звучат по меньшей мере смешно и, честно говоря, нагло. Башкану, как доктору права, даже как-то нелепо обращаться к Божьему суду, минуя прокуратуру, НЦБК и суды земные. Но чего только не ляпнешь после призывов к отставке. В Гагаузии все чаще звучит слово «импичмент». И в случае, если в будущем составе Народного собрания Гагаузии большинство получат неподконтрольные ей депутаты, слово «импичмент» может стать делом. Таким образом, затягивание с назначением выборов вдвойне выгодно Ирине Влах. Во-первых, это даст ей время, чтобы сориентироваться в политическом пространстве Молдовы после досрочных выборов, чтобы обеспечить свою безопасность в случае расследования деятельности исполкома. Во-вторых, это поможет ей обезопасить себя от возможного импичмента. Если выборы пройдут осенью, то учредительная сессия НСГ и избрание руководства может затянуться до зимы, а то и до весны следующего года. Нынешний состав Народного собрания импичмент объявлять не сможет. Просто он не в состоянии это сделать. Для избрания нового лояльного состава Народного собрания или состава Народного собрания, который не будет представлять угрозы для Ирины Влах, нужно твердо стоять на ногах. Поэтому
в нынешней ситуации, когда все мысли влаг заняты будущей конфигурацией власти в Кишиневе, выборы в Народное собрание будут просто отвлекать. Вот так реализация гражданских и политических прав гагаузов зависит не от положения закона и Конституции, а от политических планов определенных лиц. Я думаю, не о такой Гагаузии мечтали ее отцы-основатели, если они вообще об этом думали. После того, как Народное собрание отменило выборы, влаг обозначила свою позицию. Моя хата с краю, все решают депутаты. Только дело в том, что подконтрольные влаг депутаты приходят на заседание тогда, когда это нужно Башкану и голосуют за те проекты, которые нужны ей. Башкан Гагаузии является гарантом соблюдения уложения Гагаузии, где прописаны основные права. Но Башкан никак не реагирует на нарушение права избирать и быть избранным. Более того, она сознательно инициирует процессы, при которых жители автономии этого права лишаются. Это очень опасный прецедент. Не только потому, что это нонсенс. Глава автономии вместо того, чтобы защищать права гагаузов, посягает на них. Но и потому, что эти процессы могут стать необратимыми. У нас потихоньку отбирают права, и власть придержащим это сходит с рук. Дальше последствия непредсказуемы, и мы рискуем в один момент очнуться в ситуации, когда Гагаузия останется без компетенций, а жители без прав. Именно поэтому депутаты Народного собрания, которые идут на поводу обещаний или запугиваний, должны понять, что они участвуют в серьезном нарушении прав гагаузского народа и незаконно удерживают в руках мандат, который с января этого года им уже не принадлежит. Ирина Влах преследует свои интересы, она уже давно не живет в Гагаузии, а многие депутаты, которые живут здесь, должны будут отвечать, почему они продвигали интересы Влах, а не закон и права граждан.